попали на второй курс Академии ЛФПД. Зачитаю вам быстренько регламент применения тазера. Тазер – электрошоковое оружие летального и действия. Главное отличие электрошоковых устройств тазер от аналогов заключается в технологии, позволяющей свести к минимуму получение увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и способствовать поражению цели на расстоянии. Сотрудники МЮ могут использовать тазер в следующих случаях. Использовать тазер в случаях преследования преступника при оказании сопротивления задержанию. Приметка невооруженного сопротивления. При появлении в руках бандита оружия до произведения первого выстрела вашим оппонентом. При наличии холодного оружия в руках у подозреваемого и попытке приблизиться к полицейскому. При трехкратном численности преимуществе сотруднику МЮ в перестрелке. При трехкратном численностном преимуществе сотруднику в МЮ перестрелки. То есть можно использовать тазер в перестрелке, когда 3х1, 6х2, 9х3. Лекция про регламент использования тазера окончена. Значит, пройдем за мной. Проведу 1066, покажу, как он проводится. Так, значит, что? Берите томное авто. Ладно, я вам его показываю. Так, едем за мной. Значит, вставайте впереди меня. Впереди. Так, вот, например, там находитесь в розыске. Я, значит, провожу 1066. А затем пишу: откройте окно, затем выкиньте ключи. Это пишется слэш м. Затем он закрыл двигатель, у него ключей нет. ПП, если он сядет в авто, можно на него писать жалобу. Ну, точнее, если он сядет в авто и уедет. Значит, потом мы просим выйти его. Так, выйдите из авто. Значит, просим выйти его из авто. Потом держим его на мушке. Так, не забываем, что данный преступник может быть опасный.
замыкаем плюс Shift. Вот так вот. Затем аккуратно подходим. Затем в Slashdot спрашиваем, имеется ли у никнейма оружие. Затем он должен ответить нам тоже в Slashdot. Нет. Затем он пока стоит спиной. Мы его тайзерим. Подходим к нему. Надеваем ему наручники. Обязательно с РП-тегровкой. Затем, когда наручники надеты, подписываем GoToMe, его ID. Игрок конвоя. Затем, когда он встает с стана, сейчас подожди, пока вы встанете. Так, вы встали. Затем вы ему предъявляете документы. Затем это ошибка. Вы не можете дать паспорт, документы. Затем спрашиваем, в каком плане вправо. Затем мы достаем документы ПРП. Смотрим документы. Затем говорим, что вы находитесь в федеральном розыске. Затем объясняйте, что вы проведете обыск. Затем проводим обыск. Если вы имеете оружие, мы спрашиваем, в каком кармане лицензии на оружие. Затем он отвечает, мы достаем лицензию, уже обязательно все ПРП. Затем он нам их передает. Мы смотрим, имеется ли лицензия. Если имеется, значит ему ничего не добавляем. Также, если у него имеется укроп, материалы, адреналин или всякое типа того, просим объявить его в розыск. Если вы являетесь 5 плюс рангом, объявляйте его сами. Затем пишем за хэштег и изымаем его все наркотические вещества или запрещенные вещества. Наши материалы это патроны. На патроны можно их хранить, если имеется лицензия. Затем мы проводим машину. Потом данного игрока на задние места, или третий, или четвертый я посажу. Когда игрок посажен, не забываем читать меморандум. После чего отвозим его на метку. Если игрок говорит, что права ему не ясны, можно затаймить для отчета. Так, на этом все. Значит,
проведете вы, покажете, как вы поняли. Если что, за руль. Преступник. Или скажем мы. Имеется блок, так что можно нажать на 6. Мы глушим. Затем слэш m просим, что нам надо. Так, так, вроде. Ну-ка, давайте. Хорошо. Если что, запрещено, ну, запрещено делать ошибки, если делаем ошибку, мы его откатываем. Так, продолжайте, что там дальше надо делать. Как дальше будем делать? Так, здесь есть.
я такое забыл объяснить. Так что мы просим положить игрока на пол и пнуть оружие к офицеру. Так, хорошо, вернулся. Буду стрелять тазером. Затерели. Так, так, сейчас подойду.
Так, только садить меня не надо. Так, только на место не надо подъезжать. Да, спасибо за подъезжайте, что не надо. Так, хорошо, хорошо, молодцы. Должно быть в транспорте. Так, хорошо. Значит, что мы делаем? Значит, садитесь за руль. Молодец. Вот как раз давайте за геликом. Десять 55. Так, заходим в игру, выходим в окно. Так, сейчас вы мне покажете, как вы умеете делать 10-50, любое авто.
За ним нет смысла ехать, он не будет останавливаться. 10,66 мы не проводим. Проводим 10,55. Не путать. Там, друзья, нет смысла за ним ехать. Он не будет останавливаться. Вот, давайте таксишкам. За ней все равно останавливаем. Что надо побыстрее, если у вас имеется лог, так что нажмите просто на 5. Ладно, поехали за другим. Так, катание по полям, полосам. Давайте стопаем. Если имеется спорт режим, просьба переключить на спортивный режим на букву цифру 3. Так, ладно, мы за ним не заедем. Вот он. Ладно, поехали. Наверное, баллас. Или останавливайте.
За ним смысл у нас просто адрес нет. Ну вот, о чем я и говорю. Нету смысла за ними ездить. Там народа будет. Нам не обязательно заправиться. Делайте. Значит, поехали в лес. Не нарушайте. Да. Так, вот, давайте за ним. Уезжаем у его аварии. У его аварийкам. Если у граждан говорит аварийкам, останавливать запрещено, так как это может быть поломка. Вон граждан стоит, можно остановить. Поехали за ним. Ну, вот они направо повернули. Ну, вот 4.5. Далее проводим остановку 255. Стоим над него. Ваша правая фара должна быть напротив его левой. Выходим.
Так, стикалпере функцию умной выдачи штрафа. Выдать штраф. Ну, давайте ему, значит, штраф.
Так, ну можно сказать, а, вы сдали, у нас будет залить рапорт для повышения на третий, именно на КП. Job Progress ваш, пожалуйста. Сейчас до департамента довезу и ожидаю ответа.